Сүргүннікінен Мантаровский района 162 пикет деген ере түштік кәдімгі. Сотни участников из нескольких стран мира впервые знакомятся с самой страшной трагедией – незаконной высылкой крымско-татарского народа с родной земли. Фильм «Дети Крыма» презентуют на 13-м Северокавказском фестивале документального кино и телепрограмм «Кунаки» в Нальчике. Для нас было очень важно рассказать и показать историю крымско-татарского народа, потому что в фильме были рассказаны события не только о депортации, но и о жизни до депортации крымских татар и после, то есть возвращения народа на родину. Для нас было очень важно, очень волнительно и даже могу сказать, что так трепетно, что ли, передать вот эти все эмоции, которые переживал народ. Открытый фестиваль «Кунаки» с 2007 года на одной площадке собирает лучших режиссеров со всего мира. Главная фишка конкурса – каждый год менять свое месторасположение. Таким образом, участников по очереди встречают различные республики Кавказа. В этом году он стал международным. Дать платформу и площадку для профессионалов, для любителей, для тех людей, которые хотят снять документальное кино и снимают. Дать им возможность общения, коммуникации, друг другу показать, какие мы разные. Создать добрую атмосферу для всех участников, которые хотят показать профессиональное документальное кино. Свои работы представили более 350 режиссеров с России, Кыргызстана, Казахстана, Сербии и Белоруссии. Из них более 55 работ прошли в финал. Я отправлял работу, самую короткую в нашем фестивале. За это меня многие благодарили. Это работа рассказ девчонки о своем маленьком ауле. Та любовь, то трепетное чувство девчонки к своему родному месту, это передавалось по видео. Мы старались его сделать для школьников. И многим школьникам это понравилось, и многие решили оставить этот фильм в своих кинотеатрах. Моя цель удалась. И вот долгожданный момент награждения победителей, аплодисменты зрителей, похвала от членов жюри и заслуженные подарки. Спасибо большое членам жюри за то, что высоко оценили нашу работу. Дмитрий Семибратов занял первое место в номинации «Культура и искусство». В своем фильме он показал жизнь артистов балета. Я восхищен, правда, фестивалем. В прошлом году мой фильм участвовал здесь, и мне не удалось побывать. А в этом году я побывал. Вчера мы играли в бильярд вечером. Вот. И теперь уже мои новые друзья, крымские татары, киргизы, дагестанцы, русские. Мы все играли за одним столом, проигравших не было. Я благодарен фестивалю за то, что он позволяет вот так вот в неформальной такой обстановке общаться народом России. Фильм телеканала «Милет. Дети Крыма» также нашел своего зрителя в Кабардино-Балкарии, а члены жюри наградили специальным дипломом. Спасибо вам, прекрасная работа, очень глубокая. Вы же автор, вы там ведущий. Вы знаете, прекрасно, удивительно, деликатное ведение передачи на уровне документального кино. Просто великолепно. Спасибо. Спасибо большое. 5 победителей получили денежные призы – 70 тысяч рублей. И специальная награда «Гран-при» имени организатора «Силуэты» Кусовой Чухо в размере 100 тысяч рублей.